А сейчас хотелось бы предоставить слово Human Rights Vision. Затем выступит представитель Святого Престола. Большое спасибо. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Равное участие в политической и общественной жизни – это не только важное требование, которое необходимо выполнить для укрепления демократии. Следует отметить, что это то, чего нет в Таджикистане. Хотелось бы также отметить, что не существует политического инакомыслия. Все государственные учреждения, они возглавляются назначенцами, которые назначаются на эти должности правительством. Хотелось бы также отметить, что эти лица входят в ближайшее окружение правительства. Это означает, что обычные граждане не имеют возможности принимать участие в политической жизни. Ни одна новая политическая партия не была создана за последние 10 лет. В 2013 году говорилось о намерении создать новую политическую партию под названием «Новый Таджикистан». Тем не менее, власти Таджикистана даже не зарегистрировали эту партию. И на 29 лет отправили в места лишения свободы представителей этой партии. Таджикистан делает все возможное для того, чтобы искоренить оппозицию. В 2015 году Марик Куатов, учредитель оппозиционной группы 24, был убит за политическую деятельность. Кроме того, в 2015 году власти объявили террористическую партию исламского возрождения, которая существовала в Таджикистане на протяжении более 20 лет. 200 членов этой партии были брошены за решетку. На данном этапе существует единственная оппозиционная партия, социально-демократическая, и она находится под давлением. В результате гонений, которые власти устраивают в отношении оппозиции, граждане опасаются примыкать к оппозиционным партиям. Массовые действия, демонстрации, протесты – это еще одна форма политического участия, но в Таджикистане такой способ участия в политической жизни не реализуем. В Душанбе, в Фархаре и в других городах граждане попытались устроить демонстрации с участием различных слоев населения. Они попытались выступить против социальной несправедливости, против коррупции, против задержек в выплате заработной платы и в связи с ростом безработицы, ухудшающейся ситуации на рабочих местах. Но эти демонстрации в конечном счете возымели серьезные последствия. Огромные штрафы были взысканы, участники были арестованы, некоторым вменяли в вину разжигание ненависти и участие в террористической деятельности. Мы обратились к Комитету ООН по правам человека, к ОБСЕ, демократическим странам, международному сообществу обратить особое внимание на текущие нарушения прав человека в Таджикистане, в частности, в том, что касается участия граждан в политической жизни. Кроме того, мы отметили, что необходимо создать соответствующие условия для того, чтобы власти Таджикистана выполнили свои обязательства. Большое спасибо за внимание. А сейчас позвольте